Возвращаемся ко Дню государственности Якутии. В Доме правительства №1 глава республики Айсен Николаев по традиции в торжественной обстановке вручил государственные награды. Их удостоились за выдающиеся заслуги представители разных профессий и отраслей экономики, промышленности, социальной и культурной сферы. На месте работает наш корреспондент Ульяна Шагина. Уля, здравствуй. Сколько человек в этом году удостоились госнаград? Сергей, приветствую тебя. Мы находимся в зале республики, где только что завершилось мероприятие по вручению госнаград главой республики Айсеном Николаевым. Напомню, что перед вручением госнаград глава республики выступил перед собравшимися. Он поздравил всех с праздником и отметил, что исторический документ об автономии Якутии поистине стал судьбоносным для региона. Он отметил, что всех, кто сегодня находится в зале, объединяет верность профессии. Это те, кто показал истинный свой профессионализм в этот сложный год во время засухи, пожаров и пандемии. Благодаря совместной работе каждого из вас республика смогла выстоять всем невзгодам, резюмировал глава республики. И выразил искреннюю гордость за каждого, кто сидит в этом зале. Но если говорить немного о предыстории праздника, напомню, что все мы знаем, что именно в этот день, 27 сентября, в далеком 1922 году Якутия получила статус автономной республики в составе РСФСР. Важным этапом становления государственности региона стало провозглашение 27 сентября уже 90-го года декларации о государственном суверенитете и учреждении поста президента. В этот же день регион был переименован в Республику Саха-Якутия. Чуть позже уже получил свои государственные символы. Это герб и флаг. В этот день, помимо вручения государственных наград, официальные лица с утра возлагают цветы к памятникам общественных деятелей на площадях и скверах. Помимо этого проходят традиционные викторины, разные игры. Конечно же, в школах и среди студентов в этом году из-за пандемии все мероприятия проходят в дистанционном формате. Вручение же высших государственных наград, я напомню, уже завершилось. Ее вручили выдающимся якутянам, деятелям культуры и искусства, работникам отраслей народного хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения, образования и спорта. В этом году награды как российского, так и регионального уровня получили 39 человек. Это и орден Пирогова, который вручают врачам и работникам сферы защиты благополучия населения. Орден «Родительская слава» получили супруги Таньковы из Чурапчинского района, воспитывающие 8 детей. Но и огромное количество других государственных наград, среди которых медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, медаль Луки Крымского, почетная грамота президента Российской Федерации. Кроме того, республиканские награды. Народный писатель республики, ее удостоилась наша коллега Наталья Михалева, заслуженный врач, заслуженный работник здравоохранения республики, культуры, сельского хозяйства. Напомню, всего 39 государственных наград, и их удостоились те, кто смог внести свой вклад во имя развития родной республики. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Уля, спасибо. С нами на прямой связи была наш корреспондент Ульяна Шагина. Она рассказала о вручении госнаград в День государственности республики.